В эти дни ровно 70 лет назад шла одна из самых масштабных военных операций – битва на Орловско-Курской дуге. Самое крупное танковое сражение началось 5 июля и длилось 49 дней. В нем участвовало 6 тысяч бронемашин и около 2 миллионов человек. В Челнах сегодня проживает 21 участник тех действий, и все они принимают поздравления и подарки. Сегодня Центральный исполком побывал в гостях и у ветерана Великой Отечественной войны Розы Юсуповой. Здоровья вам! Самое главное. Здоровья, самое главное. Живите долго, на радость своим детям и внукам. Всем здоровья, всем здоровья. Да. Роза Юсупова служила медсестрой в танковых войсках. Она прошла всю войну от Москвы до Берлина и Праги. Тогда, в 1943 году, для 18-летней девушки сражение на Курской дуге стало первым серьезным боем. Роза Григорьевна вспоминает, что они даже не знали, где находятся и что происходит рядом. Один сплошной поток раненых в их госпитале. Я никогда не видела смерть до этого. Как человек умирает, не видела. Один меня подзывает. Сестричка, подойди, пожалуйста. Я подошла, села на корточки возле него. Вот, и он стал говорить быстро, 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 быстро. И вот он на руках у меня умер. Пришел врач, хирург, он говорит: сестричка, я плачу, прям. И раненые там меня успокаивают. Говорит, еще много нам придется всего этого повидать.